На южном въезде в Чебоксары водители теперь встречают героя чувашской сказки «Девушка на Луне». На кольце по Канашскому шоссе между улицами Ашмарина и Никитина сегодня появилась большая соломенная композиция. Вообще фигуру Пенеслу, главной героини сказки, установили еще прошлым летом. А сейчас, чтобы она не скучала в своем лунном одиночестве, скульптор Андрей Молков создал ведьму, которая отравляла девушке жизнь на земле, и возлюбленного Азана. Он летит к ней на крыльях, и Млечный Путь указывает ему дорогу сквозь космос. Чтобы Пенеслу казалась далекой и ведьма не могла до нее дотянуться, автор поднял скульптуру на постамент, насыпал ей под ноги лунного грунта. На то, чтобы дополнить композицию, Андрею Молкову понадобилось 2 недели. Чтобы сделать подобную скульптуру, нужно сначала изготовить каркас. Каркас готовится из деревянных брусьев, потом применяется арматура, проволока, обшивается сеткой. И сено, солома заталкивается вот в эту сетку как мешок. Но если какие-то более маленькие детали, то можно уже отдельно готовить детали и уже на месте их крепить. Молков – единственный в Чувашии скульптор, кто работает с таким материалом, как сено. Оно не позволяет делать мелкие детали, поэтому фигуры получаются монументальными. Лошадиное семейство около филармонии тоже его рук дело. Говорит, если вовремя менять почерневшую траву, то композиции могут радовать горожан не одно лето. Работать с сеном он начал 4 года назад на международном фестивале. И теперь его скульптуры стоят в одном из курортных городов Франции. Для Чебоксар у Андрея Молкова тоже есть идеи. Хочется сделать монолитные композиции в виде чувашского дракона Аях. Также есть чувашские персонажи полудевушка, полузмея, Сюлан.